узнаем о великих батырах, которые сражались за независимость казахского народа. Как мы чтим их память, где можно прикоснуться к страницам прошлого. В новом выпуске проекта Welcome to Kazakhstan мы попытаемся дать ответы на эти вопросы, посетив мемориальный комплекс Карасай и Агынтай Батыров. Привольные казахские степи. Именно здесь жили и сражались за свой народ великие батыры прошлого. Но у их потомков, как и любителей истории, есть возможность прикоснуться к сакральному. Достаточно посетить Казахстан, а именно мемориальный комплекс Карасай и Агынтай Батыров, что в северо-казахстанской области. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Карасай-Батыр происходил из рода Шапрашты, а Агынтай-Батыр же принадлежал Каргынам. Слава о них прокатилась от Волги до Жетысу. Про Агынтая говорили, что он человек с железными руками, и называли его Агынтай-Жударык. Вместе они не раз участвовали в сражениях с джунгарами, но особняком стоит Арбулакская битва 1643 года. Как раз в Арбулакской битве казахи под предводительством Джангир-хана смогли победить армию Эрдени-Батура. 600 казахских воинов атаковали 50 тысяч джунгар, устроив обвал камней в узком ущелье. Когда захватчик бросился бежать, с тыла их атаковала армия Бухарского ханства. Враг был вытеснен на территорию Джунгарии и больше не угрожал границам казахского ханства. Ключевую роль в этом сражении сыграли Карасай и Агынтай Батыры. Память о Карасае оказалась удивительно живой в народе. Рассказывают такую легенду о Толеби. Однажды на его аул собрались напасть враги, и все люди стали собирать юрты, чтобы бежать. Но Толеби остался спокоен и сказал так: «Я не покину аул и не ждите. Ночью мне явился священный барс Карасай-Батыра и лег у порога. Как я могу его оставить? Если с нами Всевышний и Святой Дух Карасай-Батыра, то чего же нам бояться?» Именно здесь, на сопке Кулшынбай-Тубе, похоронены Карасай и Агынтай Батыры. Но эта земля стала местом последнего покоя и для многих других достойных воинов. Так, во время раскопок археологи обнаружили тело Батыра. Его рост составлял 2 метра, захоронен он был вместе со своими доспехами и боевым мечом. Даже если до этого вы ехали на машине, то для того, чтобы попасть в сам мемориальный комплекс, вам придется подняться по склону кургана. Физическая нагрузка не самая страшная, но все равно создается ощущение хоть небольшого, но паломнического пути. В середине 20 века в этих местах обрабатывали землю. Один из жителей аула, управляя трактором, сломал плуг. Вышел устранить поломку и нашел наконечник копья длиной в 50 сантиметров. Осмотрел находку и положил в трактор. Вернувшись домой, он благополучно забыл об артефакте прошлого. А через несколько дней его жене приснился сон, в котором с ней говорил неизвестный Батыр. «Твой муж что-то нашел», — сказал Батыр. «Пусть принесет это домой». Проснувшись, женщина передала послание мужу. Тот сильно удивился, но просьбу выполнил. Принес наконечник в дом. Мына жер 97 жыл белгілі болып, біздің елбасы
Әбішұлы Нұрсұлтан президентіміз ол кезде келіп, 97 жылы. В 1997 году в эти места приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И женщина, которая все долгие годы хранила наконечник копья, передала его президенту, рассказав об истории находки. После внимательного изучения наконечника на нем обнаружили знак Ру Шапрашты. Стало понятно, что именно в этих землях покоятся славные батыры. И в 1999 году на деньги Кайрата Сатыбалды был построен мемориальный комплекс. 1999 жылы Қайрат Сатыбалды осыны жеңілдегі демеушілік жасап, осы мемориальный комплексті тұрғыздырады. Мавзолей был торжественно открыт 15 октября 1999 года. Высота башен 16 метров, высота мечети 12 метров. Два купола, что возвышаются над холмом, выполнены в виде боевых шлемов той эпохи. Как будто именно тут два исполинских воина навеки сняли их со своей головы. Еще один атрибут батыров тех лет – скрещенные боевые копья, украшающие мемориал. Уже у подножия холма путника настигает ощущение прикосновения к великой истории, чувство, что перед тобой действительно сакральное место. Между двумя куполами-шлемами расположена мечеть. Нетрудно догадаться, что комплекс ориентирован в сторону Мекки. Именно туда направлен выступ михраба мечети. Проектировщики комплекса – известные отечественные архитекторы Бек Ибраев и Садвакас Агитаев. Бек Ибраев – академик Международной академии архитектуры стран Востока, а Садвакас Агитаев участвовал в разработке мемориалов Абая и Шакарима в Семее, Райымбек Батыра и Сюимбай Акына в Алматы, Кабанбай Батыра в Нур-Султане. В самом центре комплекса есть небольшое помещение, в котором установлены гранитные надгробия. Вот это, выполненное в форме барана, называется хойтас, а более привычная нам стела называется кулпытас. Все вокруг дышит тюркскими традициями. Батыры рода Шапрашты всегда считались сильнейшими. Не случайно на их щитах и доспехах красовалась волчья голова. Но даже в ряду своих легендарных предков Карасай выделялся героизмом и смелостью. Недаром его имя с годами стало боевым кличем всех Шапрашты. А великий Акын Сюинбай, учитель Жамбыла, посвятил Карасаю такие строки: «Батыр, ер, Карасай». Снежная лавина, падающая на врага. Неизвестно, как сложилась бы судьба казахского народа, если со времен хана Есима храбрые казахские воины не отстаивали свои земли от врага-захватчика. Больше 48 лет в сражениях, более 200 битв. Есть интересная легенда. Как-то одному полководцу тех времен воздавали хвалу, на что он отвечал: «Когда я рублю по шею. Когда рубит Карасай, он рубит по пояс». Разве могли такие батыры не отстоять честь родной земли? Если посетитель хочет обратиться к аруахам или духам, он должен зажечь ширак, то есть очаг. Говорят, что такой ритуал помогает во многих делах, но только если просящий придерживается образа жизни, близкого великим батырам, не пьет алкоголь, помогает слабым, не причиняет зла. Каждый год толпы паломников со всех стран мира приезжают к мавзолею великих батыров. Кто-то, чтобы попросить заступничества у аруахов, кто-то, чтобы отдать дань уважения великим предкам, отстоявшим свободу казахского народа. Стоит хоть раз здесь побывать, чтобы прочувствовать дух тех огненных лет.